Добрый вечер. Сегодня 17 января 2018 года, выпуск номер 6. Отчет должностных лиц. С вами Марика Амосова. Еженедельно, каждую среду в 19:00 подключайся в Инстаграм на профиль OneClick Якутск и задавай свои вопросы по теме. Сегодня с отчетом выступит руководитель управы Губинского округа администрации города Якутска Савина Любовь Иннокентьевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Как мы знаем, с 2015 года, с апреля, вы занимаете должность и уже 5-й год. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа и ее функции? С 2012 года, с апреля месяца, я работаю руководителем управы Губинского округа. У нас достаточно широкий спектр деятельности. Основные направления деятельности – это, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальный блок. Мы работаем со всеми категориями граждан по социальному направлению. Это и ветераны, это и молодежь, это и женщины, это многодетные семьи, это лица с ограниченными возможностями. Также мы курируем работу по предпринимательству, организация торговли на территории округа, нестационарные торговые объекты. Сейчас мы с ними заключаем договора на размещение. Занимаемся вопросами установки металлических гаражей, земельные отношения тоже курируем, застройщиков на территории округа контролируем. Ну, вот если брать направление деятельности, то вкратце так. А сколько всего направлений занимается ваша структура? Сколько у меня сотрудников? Да, нет, управление, сколько позиций, структур по ЖКХ, направлению? благоустройство, строительство, земельные отношения, торговля, предпринимательство, социальная политика. Угу. Какие были проекты сделаны в 2017 большие? В 2017 году, но если вот так вот сразу на память, так скажем, да, но у нас, конечно, 2017 год, он запомнился тем, что он был годом добра. И вот все наши мероприятия, вся наша работа была пронизана под девизом «Делай добро», так скажем. Да? Все наши социальные партнеры, все наши предприятия, учреждения, социальные объекты образования, это у нас 2 школы, 33-я, 21-я, 5 детских садов, высшие учебные заведения, пединститут, институт водного транспорта, юридический колледж, полицейская академия. Все были задействованы в мероприятиях по году добра. И мы, конечно, постарались в год добра в 2017 году сделать как можно больше, лучше, для того, чтобы нашим жителям было лучше, так скажем. Да? Различные мероприятия, проекты. В этом году мы впервые реализовали проект международного сотрудничества в области благоустройства. Управа Губинский округ является побратимом с народным правительством района Ахуэй города Хэйхэ. И в год добра они вышли к нам с предложением установить новый объект благоустройства под девизом «Дружба начинается с детства» на территории Губинского округа. Мы определили детское дошкольное учреждение «Кораблик», которое находится в 142-м квартале. И в преддверии юбилея города в конце августа месяца мы уже открыли новый объект. Они подарили нашим детям Губинского округа большой спортивный объект, игровую площадку, более 180 наименований инвентаря и предметов для того, чтобы дети имели возможность играть и заниматься спортом на территории своего детского садика. Вот это один большой проект. Также мы большой проект благоустройства установили, тоже отвечающий всем современным стандартам, спортивно-игровую площадку на территории 142-го квартала. Это дома Богдана Чижика 3, Бестужева-Маринского 10, 12. 5 домов там рядом стоит. Это такой вот 3-й год подряд мы, если ставим объекты благоустройства новые для детей, то они уже вот по современным требованиям. Там специальное покрытие, есть спортивная площадка для активных видов спорта, футбол, баскетбол, и есть красивая детская площадка. Вот этот проект. И в целом за год у нас новых объектов благоустройства по округу 10, из них по социальному партнерству предприятием «Саханефтегазбыт» 4 объекта установлено. Это и 202-й микрорайон, и 53-й квартал. Ежегодно Игорь Юрьевич Никитин, генеральный директор «Саханефтегазбыт», в рамках социального партнерства устанавливает такие вот объекты. В этом году мы также посадили рекордное количество цветов. Это за счет средств бюджета 46 тысяч, в целом по округу более 110 тысяч цветов. Это, конечно, тоже радует. В этом отношении, я думаю, вот год назад, когда мы дали вот такой посыл, сами себе вызов, да, более 1 миллиона цветов посадить
в столице вечной мерзлоты. Никто никогда этого не делал, у нас получилось, и в этом году мы улучшили результаты. Конечно, здесь большая благодарность тем нашим предприятиям, учреждениям, школам, которые активно принимали участие в данной акции. И, конечно, ежегодно мы проводим большой пласт работы по организационным мероприятиям. У нас более 108 мероприятий прошло в 2017 году, где здесь совместно с нами работают все общественные формирования нашего округа. В нашем округе двухуровневая система общественных советов. Первые советы – это общественные советы кварталов. Очень активно у нас работает в этом отношении общественный совет 202 микрорайона, 53-го квартала. Также у нас есть женский совет, совет ветеранов, молодежный совет, совет предпринимателей. И все это возглавляет общественный совет второй, куда входят руководители всех советов по направлениям, также руководители крупных наших предприятий, наши депутаты. И одно из самых, наверное, таких вот запомнившихся у нас в конце года, в ноябре месяце, мы второй год подряд проводим спартакиаду среди жителей нашего округа имени Володи Губина. В этом году приняло более 130 человек участие. Проводили по видам спорта. Это у нас был и бильярд, и шашки, и шахматы, и национальные игры, это хабыл-хабыска. И очень так было хорошо, что жители активно принимали участие в этой спартакиаде. Второй год подряд проводим. Кроме этого, очень много у нас мероприятий прошло по направлению поддержка ветеранского движения. Мы считаемся ветеранским округом. У нас проживает на территории более 500 человек, которые относятся к категории ветеранов. Это и участники войны, к сожалению, их все меньше и меньше с каждым годом. Это ветераны тыла, это вдовы участников Великой Отечественной. Для них, конечно, мы ежегодно формируем мероприятия в соответствии с календарным планом. И они у нас, ветераны, несмотря на то, что являются представителями старшего поколения, являются самыми активными участниками общественной жизни. Это и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия, и, конечно, мероприятия патриотического воспитания, которые мы проводим совместно с нашими образовательными учреждениями. Я нашла наши поступившие вопросы, Да. позвольте задать Да. их. Вопрос для главы Губинского округа. Знаете ли вы стоимость булки хлеба ЕХК? Очень странный вопрос, но давайте ответим, если он поступил. Да, покупаю я хлеб, конечно, сама 40-42 рубля в разлив. И вот недавно я увидела хлеб не наш якутский хлебокомбинат, а частный, да, частный хлеб, очень вкусный, мои дети любят, он стоил вообще 34 рубля. То есть немного Да. дешевле, да? Так, когда уберут лестницу и деревянный переход у дома Богатырева 11? Она скользкая, узкая, и мусор там люди бросают. Это у нас ограждение, так скажем, в периметре строительной площадки. Жилой дом строится у нас строительная компания «Орминц», улица Дзержинского, 16/4. Я надеюсь, в ближайшее время они все-таки завершат строительство. По плану должны были завершить в декабре 2017 года, и тогда вот эти вот временные объекты будут убраны. То есть срок еще пока не установлен, да? Но завершения? у них срок завершения был декабрь. Я надеюсь, вот январь-февраль они уже завершат и запустят дом. Тогда все по периметру ограждения, в том числе эта лестница, будет убрана. И третий вопрос. Прямо за вашей управой Богатырева 11 разместился Red Bar, где собираются пьяные люди. Будет ли он закрыт? В отношении объектов, которые продают алкогольные напитки, мы у себя в округе постоянно ведем контроль. В этом году совместно с участковыми уполномоченными полиции мы закрыли, получается, напротив Дзержинского 8/2, там на втором этаже, где объекты, вот гаражи, располагалась тоже такая точка по многочисленным жалобам жителей. Мы как поступаем в таком отношении? Конечно, проводится проверка. Здесь вот этот Red Bar находится в здании, которое находится в частной собственности. Если будут, так скажем, письменные заявления, обращения граждан по этому поводу, мы организуем такие комиссии, группы рабочие, в которых присутствует и Роспотребнадзор, и Алкогольнадзор, и прокуратура. Проверяем, Господжнадзор, проверяем на соответствие вот их деятельности. Если выявляются нарушения, то у нас в практике было такое, что мы закрывали объекты. Ждем письменного обращения. Пожалуйста, тот, кто этот вопрос задал, мы ждем вас в управе Губинского округа для того, чтобы уже конкретно решать по ситуации.
Мгм. И хочу напомнить, что на сайте OneClick Якутск есть сервис по мониторингу проблем, где вы можете задать свой вопрос, либо оставить заявку на обработку вашей проблемы. Мы обязательно постараемся в короткие сроки решить и ответить вам. Мы, наверное, скорее уже с отчетом заканчиваем, у нас время поджимает. Перейдем ко второму блоку, это блиц-вопросы, которые мы подготовили. Так, ну а второй блок у нас блиц-вопросы. Так, первый. Кем вы мечтаете стать в детстве? Кем я мечтала стать в детстве? Да. В детстве я очень любила читать, постоянно ходила в детскую библиотеку, практически всю ее перечитала. И, конечно, я мечтала стать библиотекарем. Я хотела, чтобы я выросла, и у меня была работа в библиотеке, очень много книг, и я бы могла постоянно читать в свое удовольствие. Эту мечту я свою осуществила. Когда я закончила школу, я поехала в Улан-Удэ и закончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусства и получила специальность библиотекаря. Да? Библиотекарь, библиограф детских юношеских библиотек. Так звучит моя первая профессия. Но работала по профессии я недолго. По факту получилось так, что это, мне казалось, я работала в отделе государственной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, работала также в юношеской библиотеке, и душа хотела чего-то большего. Поэтому вот так и сложилось, наверное, что я сейчас работаю в другом направлении. Какое качество вы цените больше в людях в первую очередь? В первую очередь, конечно, честность, порядочность, открытость, скорее всего, так. Третий. Что самое сложное в работе руководителя? Кстати, у нас уже 6-й выпуск в отчете должностных лиц, и вы первая женского пола. Да? Вот, да. У нас до этого все были мужчины, и как-то мы не договаривались одеваться в красный цвет, так получилось. Да. Я думаю, где бы я ни работала, я вот каких-то определенных сложностей не чувствую. Работая руководителем управы Губинского округа, тоже я не могу сказать, что мне сложно. И сложностей тоже я не чувствую. Единственное, я всегда понимаю, что единственный невосполнимый ресурс – это время. Время, которое уходит, и нам его не вернуть, да, получается. А все остальное можно сделать. И 5-й вопрос. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Через 5 лет, в прекрасном будущем, может быть, не через 5 лет, может быть, через 10, через 15 лет, я вижу Якутск столицей мирового уровня. У нас действительно уникальнейший город, красивейшая природа, прекрасные люди, которые могут сделать наш город таким уникальной столицей, который, так и есть сейчас, да, мы уникальны в своей идентичности, но мы можем сделать еще гораздо больше для того, чтобы наш город был и комфортным, и привлекательным. Я очень хочу, чтобы люди гордились своим городом, любили его и многое могли сделать для того, чтобы его преобразовать. Я хочу, чтобы мои дети жили в таком городе. Да, это очень прекрасно. Как вы оцениваете свою работу? Этот вопрос мы задаем всем. Вы отличник, хорошист, может быть, троечник. А если в таком ракурсе в мэрии, в окружной администрации многие меня называют отличницей, да? Но я не стремлюсь быть там какой-то отличницей и первой в каких-то делах, не стремлюсь к каким-то там конкурентным оценкам и так далее. Я всегда стараюсь и настраиваю свою команду, что мы должны сделать все на самом высоком уровне, показать всегда все, на что мы способны. Какая у вас заработная плата? Заработная плата у меня 64 тысячи. Так, ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ради жизни. Ради жизни. Каждое утро я просыпаюсь для того, чтобы притворять и привносить в этот мир что-то хорошее, светлое, доброе. Пусть это звучит, может быть, как-то странно, но я хочу жить и ради этого живу, для того, чтобы менять этот мир к лучшему. Начиная от своей семьи, заканчивая, конечно, и городом, и в целом по отношению к каждому человеку. Замечательно. Каким вы видите, как вы видите себя в старости? В старости? Да. Я надеюсь, я не буду сильно стареть, я вижу себя деятельной, активной. Я буду также много заниматься работой, скорее всего. Когда последний раз плакали? Плакали?
Я в отпуске. Я сегодня плакала на фильм. Сегодня каникулы были у детей, и у меня не было возможности их туда-сюда свозить. И с понедельника я в отпуске. И сегодня, как они в первую смену учатся, я решила сделать для них сюрприз, повезла их в кино. Мы должны были пойти на детский фильм «Паддингтон 2», или как это там называется, но попали на фильм «Движение вперед» про баскетболистов. И вот тут на двух моментах я сегодня плакала. И последний у нас вопрос во втором блоке. Когда последний раз вы смеялись, прям вот, чтобы болел живот? Ну, смеемся мы часто, когда, ну, буквально сегодня в обед, вот мы тоже смеялись, но не так, чтобы болел живот, но много, так скажем. Так сложилось, что все сегодня сделали, да? Оказывается, так, да, сегодня я смеялась и плакала одновременно, не замечала, вот пока вы у меня не спросили. Наша задача максимально быстро ответить за или против на подготовленные предложения или слова. Хорошо. Их всего лишь 14, это быстренько. Ипотека. За или против? За, но в процентном соотношении надо уменьшить. ЗОЖ. За, конечно. Чистый город. Да. Социальные сети. За. Вегетарианство. Против. Однополые браки. Против. Мост через реку Лена. За. Айфон. За. Прыжок с парашютом. За. Пусть будет за. Старость. За. Риск. За. Стабильность. За. Красная помада и красный маникюр. За. Патриархат. Ну пусть будет да. За. Напоминаем, каждую среду в 19:00 подключайтесь в Инстаграм в прямую трансляцию на профиль OneClick Якутск и задавайте свои вопросы. Но у нас 3 блока заканчиваются, и хотим от вас, чтобы вы пожелали нашим зрителям в 2018-м от имени Губинского округа. Дорогие зрители прямого эфира, 2018 год в городе Якутске объявлен годом новаторства. Пусть новаторство будет в вашей жизни, пусть будет оно и в вашей личной жизни. Всегда приносите что-то новое для себя, для своей семьи. Всегда есть возможность что-то сделать лучше, чем вчера. Поэтому я желаю вам для того, чтобы преобразована была ваша жизнь, чтобы вы ее меняли в лучшую сторону, принимали какие-то новые решения, новые проекты, новое счастье, новая гармония находили в себе. И, конечно, всем нам, если каждый горожанин это сделает, то и наш город, год новаторства, я надеюсь, я уверена в том, что он получит такую большую отдачу сил, энергии и любви для того, чтобы преобразовывать наш город для наших горожан. Ну а на следующем выпуске «Отчет должностных лиц» выступит Алексеева Ирина, главный архитектор города Якутска. Не пропустите. До скорой встречи. Пока-пока.